В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте, коротко о темах. Продолжаем освещать итоги единого дня голосования. Расскажем, как прошли выборы в Горном районе. В минувшие выходные в Уснере состоялся Кросс нации 2025. Масштабная акция была посвящена 80-летию Великой Победы. В самом сердце Якутской Арктики, в Нижнеколымском районе, прошла уникальная экспедиция «Медвежьи острова». Узнаем ее подробности. В Горном районе завершились выборы глав сельских населенных пунктах в 3 наслегах. Таким образом, главы были выбраны в наслегах Одуну, Кировске и Бердигистях. Опытные главы, пользующиеся доверием населения, были переизбраны на 2-й срок в 3 наслегах, где они работали ранее. Явка избирателей на данных избирательных участках считается оптимальным. Таким образом, в Кировском наслеге явка составила свыше 77%, в Дунунском наслеге свыше 68%, а в село Бердигистя ближе к 50%. В Октябрьском наслеге состояла самая большая явка, свыше 87%. Таким образом, избиратели Октябрьского наслега выразили свои желания избирать своих депутатов. В самом сердце Якутской Арктики, в Нижнеколымском районе, прошла уникальная экспедиция «Медвежьи острова». Маршрут, идущий по следам одного из самых могучих хищников планеты, начался в поселке Черский и протянулся вдоль реки Колымы на 100 километров к берегам Северного Ледовитого океана. У нас есть уникальные кадры от наших коллег. Подробности в материале Аскалона Семенова. Участники экспедиции, включая главу Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, отправились в путь на вертолете. Белый хозяин Арктики не заставил себя долго ждать. Опытный стрелок произвел всего 1 точный выстрел дротиком со снотворным. Через несколько секунд могучий зверь погрузился в крепкий сон. Ученые немедленно приступили к работе. Внимательно осматривают животное, измеряют давление и берут образцы крови для дальнейших анализов. Можно говорить о том, что количество белых медведей благодаря принимаемым мерам по охране этих животных оно увеличивается. Это очень интересная работа, в которой я сегодня тоже принял участие. Она очень интересно, и как раз мы считаем, что благодаря вот этому научному изучению, благодаря той охране, которая у нас в государстве идет по белому медведю, популяция этих уникальных животных в Арктике у нас будет расти. Первые данные уже получены. Перед нами самка, длина которой без хвоста составляет 176 сантиметров. Ее возраст около 5 лет. По словам заместителя директора Росзаповедцентра Минэкологии России Ольги Николаевны Кревер, где-то здесь, на территории заповедника, проходит граница между 2 субпопуляциями – Чукотско-Аляскинской и Лаптевоморской. Это одна из причин столь пристального внимания научного сообщества к Медвежьим островам. Насколько далеко уходят медведи, например, к Северному полюсу, перемешиваются ли субпопуляции белого медведя? Вот это вот ключевые вопросы, на которые нам хочется, конечно, получить ответы. Ну и численность каждой субпопуляции. Мы достаточно точно знаем численность Чукотско-Аляскинской популяции белого медведя, но какова численность Лаптевоморской? В ходе этой исторической миссии участники экспедиции предложили дать имя медведице главе республики. Айсен Николаев, проявив уважение к родному языку и символике, предложил назвать ее Сахая. Аскалон Семенов, Андрей Рукавишников, Медвежьи острова, Нижнеколымский район. В Горном районе Якутии в местности Нача при поддержке компании «Саханефть» открыт пункт мониторинга и охраны лесных бизонов. Объект будут использовать как пункт во время гона и зимней подкормки животных, а также в качестве полевого стана во время сенокосной кампании, перевалочной базы при транспортировке кормов и инспекторского кордона. Компания реализует проект реакклиматизации лесного бизона в Центральной Якутии с прошлого года. Первый бизонарий Намана был открыт в марте этого года в Алекминском районе Якутии. Этот проект нацелен на увеличение численности поголовья бизонов.
Кроме создания пунктов мониторинга, компания взяла на себя расходы по эксплуатации содержания пункта, транспортировке молодняка из питомников и обеспечению кормовой базы. Сегодня в России отмечается День работников санитарно-эпидемиологической службы. Для Галины Федоровой из Покровска, Хангаласского района, этот день имеет особое значение. Почти полвека, 48 лет назад, она стояла на страже санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Подробнее о ней расскажет моя коллега Виолетта Засимова. Галина Федорова в девичестве Яковлева родилась 19 февраля 1956 года в селе Оленек Оленекского улуса. В возрасте 2 лет она с семьей переехала в тогда еще Орджоникидзевский, ныне Хангаласский район. В 1976 году после окончания Якутского медицинского колледжа Галина вернулась в Покровск, где начала трудовой путь санитарным фельдшером Центральной районной больницы. Оно называлось санэпидстанция просто Орджоникидзевского района. Значит, здание санэпидстанции было деревянное, неблагоустроенное, все удобства на улице. И мы с больницей были вместе. У нас даже бухгалтерия была, у нас отдел кадров, все вместе. Ее трудовые будни были наполнены постоянными разъездами, близким контактом с опасными инфекциями и болезнями. Были вспышки сальмонеллеза в деревнях, в детских лагерях выявляли кишечные палочки и стафилококки, случались и отравления ботулизмом. Однажды в Покровске 3 мужчин серьезно заболели ботулизмом. Первоначально подозрения пали на рыбные консервы, но позднее выяснилась истинная причина отравления. Значит, у нас в кирзаводе инженер был, я даже фамилию помню, Мальцев. Значит, он отравился рыбой. Он сказал, что купил участного щуку прямо на улице. Грязную еще, говорит, землей там, говорит. Мы его вот так просто вытерли и поели. Ну вот 3 они поели, мужики. А он очень любит кушать рыбу. Рыбу в голову. А этот ботулизм, палочка, она только в рыбе. Рыбе в голове. Он вот эту рыбу, голову почти половину съел, а половину мы отправили на анализ. И там высеяли мы ботулизм. Слава богу, все остались живые. Там врачи у нас были очень сильные, они сразу промывание. Героиня сюжета посвятила санитарно-эпидемиологической службе почти полвека и совсем недавно вышла на заслуженный отдых. Бывшие коллеги до сих пор поддерживают с ней теплые отношения и с уважением отзываются о ее работе. Как говорится, несмотря на холод, жару, расстояние, ну и другие любые сложности, Галина Ивановна всегда выполняла свою работу на 100%. И она делила своим опытом и своим знанием. Тем более этот человек проработал у нас полвека в нашей службе. Это бесценно для нас. Галина Федорова не просто ветеран службы, а живое воплощение беззаветного служения обществу. Ее жизнь – это тихий, но мощный подвиг, который обеспечивал здоровье и безопасность целых поколений. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В минувшие выходные в Уснере состоялся Кросс нации 2025. Масштабная акция была посвящена 80-летию Великой Победы. В забеге на дистанциях от 200 метров до километра приняли участие школьники и все желающие взрослые. Главная цель – пропаганда здорового образа жизни была достигнута. Все участники достойно преодолели дистанцию под аплодисменты педагогов и родителей. Мы разделились на несколько подгрупп. Значит, дети 1 и 4 классы, дети 5 и 7 классы и старшеклассники 8 и 11 классы. Ну, в забеге участвовали по отдельности девочки, отдельно мальчики, и взрослое население пробежали одним забегом в конце соревнований. Все были награждены грамотами, награждены были медалями. Большое спасибо всем, кто принял участие в наших соревнованиях. Празднуем день рождения столицы по-спортивному. В Якутске впервые прошел забег «Этноран Якутия-2025». В выходные горожане проверили себя на прочность в 3 дистанциях – 1,5 и 10 километров. Как культура и спорт стали единым целым в следующем материале. 800 бегунов испытали силу тела и духа. Но прежде всего «Этноран Якутия-2025» про дружбу народов России через любовь к спорту и своей культуре. Потому спортсменам предоставили возможность выйти на беговую трассу в традиционных костюмах. Юные горожане тоже приняли вызов. Они преодолели дистанцию в 500 метров. Справилась с ней и Лия Слепцова, самая младшая участница забега.
Специальным партнером этнорана выступил банк ПСБ. Его сотрудники в стороне не остались. Поддержали бегунов и словом, и делом. ПСБ банк поддерживает социально значимые проекты Российской Федерации. Этноран Якутия 2025 как раз и является таким проектом. Он объединяет в себе не только спорт, но и нашу национальную самобытность, что очень важно для нашей многонациональной страны. Сегодня получился по-настоящему зрелищный спортивный праздник, который как раз совпал с днем рождения нашей столицы, города Якутска. Хочу всех жителей Республики Саха-Якутия от себя лично и от банка ПСБ поздравить с днем рождения, с этим великолепным праздником. И пожелать крепкого здоровья, успехов, конечно же, без финансового благополучия. А после забега самая приятная церемония награждения. Абсолютным победителем на самой сложной дистанции 10 километров стал опытный бегун Дмитрий Ловцов. Мы живем в республике, у нас всегда дружба народов, поэтому этот старт, наверное, как один из серии стартов можно назвать «Дружба народов». Всегда готовимся вместе, тренируемся вместе, бегаем вместе. В этом году этноран пройдет сразу в 5 национальных республиках России. Эстафету у Якутии примет Татарстан. Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. С рабочим визитом Нюрбинский район посетил первый заместитель министра спорта республики Гаврил Махначевский, где ознакомился с ходом подготовки к проведению одних из самых масштабных соревнований республики. Уже в этом году начались строительство стадиона с трибунами на 3000 посадочных мест с легкоатлетическим манежем и спортивного комплекса в Нюрбе, а также спортивный комплекс в селе Чапанда. Отмечу, на спортивных играх народов Якутии в 2027 году будут включены 16 олимпийских видов спорта, площадки для которых будут возведены в 5 поселениях Нюрбинского района. В первую очередь, конечно, мы посмотрели это по направлению строительства. То есть здесь на сегодня строится несколько объектов, которые будут основными объектами для проведения 9-х спортивных игр Якутии. Я скажу, что сейчас уже будет в рамках и по рабочему плану Организационного комитета игр будет приезжать и осмотреть те рабочие комиссии, которые будут работать по своим направлениям. К этому часу это вся информация. Еще больше новостей вы найдете на сайте yak24.ru и в наших социальных сетях. До встречи в дальнейших эфирах.